Красному углу ребята продолжение боя готовится Гаил Молотков, представитель команды Белгородская. Ему 15 лет. Боксом занимается третий год. Имеет первый юношеский разряд. Провел в ринге 26 боев, 24 из них одержал победу. Является победителем первенства Ленинского района 2022 года, призовым первенства республики. Тренируется под руководством тренера Григория Грицева. Синему полу продолжению боя готовится Ярослав Боюсов, представитель команды Германского Олуса. Ему 16 лет. Боксом занимается второй год. Имеет третий юношеский разряд. Провел на ринге 10 боев, 80 одержал победу. Является победителем первенства Германского Олуса, призером первенства республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Александра Федорова. Особенно Житинов. Серый разумный.
выходе на ринг приготовится 12-й паре боксеров. В этом бою победу в юниорного преимущества одержал Даниил Молотков, 40 лет. Боксеры представляем боксера красного угла ринга Миргон Васильев, Султанский Рус, синего угла ринга Никита Старостин, Легена Кандаловский Рус. Это последняя пара среди юношей. После этого объявляется 10-минутный перерыв. И начнется боевской финишинг. Мужчины будут боксировать в весовых категориях 57 кг, 60 кг и 71 кг. Красного угла продолжение боя готовится Миргон Васильев, представитель команды Султанского Уруса. Ему 16 лет, боксер-новичок. Боксом занимается первый год. Тренируется под руководством тренера Константина Игнатьева, который в данный момент ему шагирует. Миргон Васильев, Султанский Урус.
поединка продолжения боя готовится Никита Старостин. Представитель команды Генерала Голосового Улуса представляет спортивный клуб «Юность России». Ему 15 лет. Боксом занимается 4 год. Имеет первый юношеский разряд. Провел в ринге 20 боев, 15 из них одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия. Никита Старостин занимается под руководством Василия Шестакова. После этой бороться судьям собраться у судейского стола. После этой пары всем судьям собраться у судейского стола. Всем судьям собраться у главного судейского стола. Спасибо за секунду. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Никита Старостин. Все судьи подойти к главному судейскому столу.
12 пару судеб судейской бригады в следующем составе. Рефери Кузьмин, боковые судьи Васильев, Алексеев, Устамов. На ринг приглашаются боксеры весовой категории до 57 кг Кирилл Хлебников, Олегминский, Улус, Константин Егоров, Султанский Улус. Судья Рентген Кузьмин. Судья Кузьмин. Повторно приглашается судья Кузьмин. Тринадцатая пара боксирует мужчины 2004 года рождения и старше. Будут боксировать сильнейшие боксеры республики, призеры последнего чемпионата республики. Тренер ринга Устамов, судья Федоров, занять судейский столик. Юра, Толорова. Юра, Толорова. Кузьмину. Представляем боксеров. Красного ринга Кирилл Хлебников, город Лепница. Синего ринга Константин Егоров, Султанский Улус. Боксеры вызывают категорию до 57 кг.
второго ринга по положению боя готовится Кирилл Хлебников, представитель команды города Рыбница, представляет училище Олимпийского резерва. Ему 19 лет, кандидат в мастера спорта, счет боя не ведет. Является победителем открытого чемпионата города Новосибирска. Призер чемпионата республики Саха-Якутия 2022 года. Тренируется под руководством мастера спорта Дмитрия Максимова и кандидата в мастера спорта Станислава Потапова. Кирилл Хлебников, красный угол. Седьмому боевому продолжению боя готовится Константин Егоров, представитель команды Сумиканского улуса. Ему 22 года. Имеет второй спортивный разряд. Счет боя не ведет. Является чемпионом Сумиканского улуса. Константин Егоров занимается под руководством Сергея Климова. Константин Егоров, синий угол.
Мужу приготовиться 14 паре боксеров. Аялу Васильеву, Игорю Сухонову, Якутская кадетская школа. Боксеры на середину. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла Кирилл Хлебников, город Космос. Боксер Царин. Это боксеры также весовой категории до 50 килограмм. Представляем боксеров. Красного угла ринга кандидат мастера спорта Аял Васильев, город Якутск, республиканский центр спортивной подготовки. Синего угла ринга Игорь Сухонов, город Якутск, Якутская кадетская школа.
К красному рингу продолжение боя готовится Аял Васильев, кандидат в мастера спорта, город Якутск, представляет республиканский центр спортивной подготовки. Ему 24 года. Боксом занимается 5 лет. Является кандидатом в мастера спорта. Провел на ринге 63 боя, 54 минут одержал победу. Является призером чемпионата Республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством тренеров Андрея Попова, Артема Максимова и Сергея Пододьякова. Аял Васильев, красный угол. Продолжение боя готовится Игорь Суханов, представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 18 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй спортивный разряд. Провел на ринге 8 боев, 6 из них одержал победу. Является финалистом открытого первого города Якутска среди юниоров. Игорь Суханов тренируется под руководством мастера спорта Андрея Трофимова, который в данный момент ему секундирует. После этого судебная бригада, ректор Кузьмин, боковые судьи Егоров Султан,
Федотов Юрка, Иванов Юрка. Единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла. Смена судейской бригады. Рефери в ринге Иван Кузьмин, боковые судьи Егоров, Федотов, Иванов. Представляем боксера красному углу ринга Андрей Павлов, Северо-Восточный федеральный университет. В синем углу ринга Николай Усов, училище Олимпийского резерва. Николай Усов, уроженец села Моржина.
Красный номер продолжению боя готовится Андрей Павлов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 21 год. Имеет первый спортивный разряд. Счет боя не ведет. Является победителем чемпионата Северо-Восточного федерального университета 2021 года. Соревнуется под руководством тренера Шестакова Василия и мастера спорта Николая Дмитриева. Андрей Павлов, красный угол. К выходу на ринг приготовится 16-й парень боксеров Андрею Антонову, верхневый спинус, Яну Алексееву, училище Олимпийского резерва, Юнбельский район. Андрей, правильно, поднимите надо уже. Андрей, Седьмого ринга продолжению боя готовится Николай Усов, представитель команды училища Олимпийского резерва, Юнбельский район. Ему 19 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет первый спортивный разряд. Является победителем всероссийского турнира памяти Александра Федотова 2021 года.
Белорусов тренируется под руководством тренера Станислава Потапова. Николай Усов, синий угол. Алратта и правильно. Андрей. Справа Алратта. Здесь вперед. Правильно. Стоп! Время. Приготовиться 16-й паре боксеров Андрею Антонову, Вертюльский Луз, Яну Алексееву, училище Олимпийского резерва, Нюрнбергский район. В этом бою победу боксер красного угла Андрей Павлов. На ринг приглашается 16-я пара боксеров весовой категории до 57 килограмм Андрей Антонов, Ян Алексеев, Нюрнбергский район. В красном углу ринга боксер второго спортивного разряда Андрей Антонов, в красном углу ринга кандидат синим углу ринга кандидат мастера спорта Ян Алексеев, Нюрнбергский район.
В красному углу для продолжения боя готовится представитель Верхнеюрьевского улуса Андрей Антонов. Ему 21 год, боксом занимается третий год. Имеет второй спортивный взгляд. Является победителем республиканского турнира на призе Александра Григорьевича Петрова. Счет боя не ведет. Андрей Антонов тренируется под руководством мастера спорта СССР Александра Петрова. Андрей Антонов, Верхнеюрьевский улус. Синему моменту продолжение боя готовится Ян Алексеев, кандидат мастера спорта, Верхнеюрьевский район, представляет училище Олимпийского резерва. Ему 21 год, боксом занимается 7 лет. Провел на ринге 100 боев, 88 из них одержал победу. Является победителем всероссийского турнира в городе Тула. Является чемпионом Республики Сараево 2021 года, серебряным призером чемпионата Республики Сараево 2022 года. Тренируется под руководством тренеров Станислава Потапова, Аяла Алексеева.
Коваль. Вот. Правда? После доклада смена судейской бригады. Рефери Усталов, боковые судьи Васильев, Алексеев, Попов. В этом бою победу одержал боксер синего угла Ян Молчев. Смена судейской бригады. Рефери Ушуканов, боковые судьи Попов, Алексей, Васильев. На ринг приглашается 17-я пара, боксеры весовой категории до 60 килограмм. К красному углу ринга Владимир Коров, Иркутская кадетская школа. К синему углу ринга Родион Шатунов, Иркутский район.
представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 17 лет, боксом занимается 5 лет, имеет первый спортивный разряд, счет боя не ведет. Является чемпионом республики Саха-Якутия Сергей Бельморов. Тренируется под руководством тренеров Николая Егорова, Андрея Трофимова. Владимир Егоров, Красный угол. Положение боя готовится Родион Пахрутов, представитель команды Юргинского района. Ему 21 год. Боксом занимается 6 лет. Имеет первый спортивный разряд. Счет боя не ведет. Является чемпионом Юргинского района. Тренируется под руководством тренеров Паяла Алексеева, Аяна Иванова. Родион Пахрутов, Юргинский район. Родион Пахрутов был инструктор второго чемпионата республики. Георгий Текиляна, я Алексей Текилян, а на своем голову спортивного юного Путинского. А успешно
Мухаммадовой подготовили 18 паре боксеров Валентину Узлову, Северо-Восточный федеральный университет, и Советкову Хакимову, Северо-Восточный федеральный университет. В этом бою победу одержал боксер синего угла. Представляем боксеров 18 пары, весовая категория 60 кг. Красного ринга Валентин Иванов, Северо-Восточный федеральный университет. Синего ринга Советков Хакимов, Северо-Восточный федеральный университет. Красному углу ринга по положению боя готовится Валентин Иванов, кандидат в мастера спорта, представляет Северо-Восточный федеральный университет. Ему 18 лет. Боксом занимается 5 лет. Провел в ринге 98 боев, 71 из них одержал победу. Является чемпионом Северо-Восточного федерального университета 2019 и 2021 годов. Является призером чемпионата республики Саха-Якутия 2022 года. Тренируется под руководством тренеров Николая Сильцева, Николая Дмитриева. Валентин Иванов, красный угол.
Шагай! Атака! Шагай! Синему комитета продолжение боя готовится Садыском Хакимов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 19 лет, боксом занимается второй год. Провел в ринге один бой, который брейком является призером чемпионата Северо-Восточного федерального университета. Садыском Хакимов родом сам из города Узбекистана. Тренируется под руководством тренера Абдуллаева и Николая Дмитриева. Садыском Хакимов синий угол. Выходу Марии приготовится 19 парень боксеров Сапоставу Григорьеву, Северо-Восточный федеральный университет и Тимуру Николаеву, Салтарский улус. После этой пары смена судейской бригады. Рефери Кузьмин, боковые судьи. Боковые судьи Васильев, Федотов, Иванов. В этом бою ввиду явного преимущества победу одержал боксер красного угла Владимир Иванов, Северо-Восточный федеральный университет. Смена судейской бригады. Рефери Кузьмин, боковые судьи Васильев, Федотов, Иванов.
Представляем боксера. Красного угловика Сахастал Григорий, Северо-Восточный федеральный университет. Синего угловика Тимур Николаев, училище Олимпийского резерва, Сурпарский клуб. Боксаны тартачылы Багатор Бутырболу YouTube-дан да телевизорда көрсөтүлөт. Нам Моголо Азаттык Республика чемпионаты болғандығында бұл Уракейдің тиеген спортивный қойылуда путевка инвестиция путевка Sofu, hospital kala negara mas, alas beli, jepus ke, sotra ke, usul kala, nyeri ni, apa tu kala, nyeri boleh kata desa tu kala, cerita tu kala, nyeri is, anak suatu ini kadang itu kemudian saya akan dan kayak bukan semua itu biji itu penunjukan. Orang bola tuan pertama itu dia kalau pertama kita ini kita pertama kita berdaya kita terus sekali berbeda. Semua fotonya terus disediakan disediakan. Bola terkecil atau dia kehidupan kan jadi sendiri. Красным продолжение боя готовится Сахастал Григорий, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 19 лет, боксом занимается 3 года. Имеет первый спортивный разряд, провел в лиге 15 боев, 10 из них одержал победу. Является призером чемпионата Северо-Восточного федерального университета. Тренируется под руководством тренеров Василия Терсыкова, Николая Дмитриева. Сахастал Григорий команд бутылку как объявили Малская Чатабола, воспитатель тренера Малайского тренера Бахталка. Сахастал Григорий Николай Григорьевич Баракова, Николай Григорьевич Крестовского урока ФЧГ футбола сборной института.
Синему клубе до продолжения боя готовится Тимур Николаев, представитель команды училища Олимпийского резерва Солнечный клуб. Ему 18 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет первый спортивный разряд. Провел в ринге 56 боев, в одном из них одержал победу. Является призером первенства Республики Саха-Якутия среди юниоров 2021-2022 годов. Тимур Николаев тренируется под руководством тренера Константина Игнатьева и Андрея Скрипцова. После этой пары смена судейской бригады. Ребрев, Васильев, боковой судьи Алексеев, Федотов, Иванов. В этом бою победу одержал боксер красного угла. Сопостав тренера Балалайка Насочка Д. Малдеката, как сегодня красного. В ринге боксеры вызывают категории до 60 килограмм. Красного угла ринга Денис Кузьмин, Чуракинский институт физкультуры. Синего угла ринга Виктор Егоров, Якутская кадетская школа.
к продолжению боя готовится Денис Кузьмин, представитель команды Широкинского института физкультуры. Ему 21 год, боксом занимается 3-й год. Имеет второй спортивный разряд, провел в районе 12 боев, олимпийский реализовал победу. Является чемпионом Широкинского вуза, призером первенства республики Сакрая-Якутия среди студентов. Денис Кузьмин тренируется под руководством Михаила Стрельцова. Денис Кузьмин, красный угол. Представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 17 лет. Боксом занимается 4 года. Имеет первый юношеский разряд. Провел на районе 80, боев 72 из одержал победу. Является победителем первенства республики Сакрая-Якутия среди юношей. Тренируется под руководством мастеров спорта Николая Егорова и Андрея Рабинова. Виктор Егоров, синий угол.
Контингент Міністерства спорту В этом бою победу одержал боксер красного угла. Денис Левин, на них приглашается 21 пара боксеров. Боксеры до 71 килограмм. Владимир Тимофеев, килограмм. Александр Попов, килограмм. Так, они приглашают боксеры 21 пары. Боксеры, вы на ринге. Представляю боксеров. Красного ринга Владимир Тимофеев, Георгиевский район. Синего ринга Александр Попов, Сургутская область. Красного ринга продолжение боя готовится Владимир Тимофеев.
турнира класса А в городе Выборгске. Победителем чемпионата Московской области Владимир Тимофеев тренируется по руководству тренеров Рахимова Алексея Потапова. Владимир Тимофеев, красный угол. Александр Попов, представитель команды Светланского Лука. Ему 23 года, боксом занимается 45 лет, имеет первый спортивный разряд, провел на ринге 21 бой, 16 из них одержал победу, является чемпионом Чулкарского района, тренируется под руководством Константина Игнатьева, который в данный момент его секундирует.
стоять руки. Дергай, дергай. Дергай. Правая гана. Потом левая гана в бок. Нужно было приготовиться 22-й паре боксеров Виктору Синченцеву и Ибрахиму Курбанову. Аня. Еще повтор. Борисов Григорий, представитель Ленинского района. Правая гана, правая иди. Правая гана. Правая гана, Рене. В этом бою победу одержал поселок Красного Волгова Владимир Алексеевич. На ринг приглашается 22-я пара боксеров Виктор Синченцев, город Ленск, Ибрахим Курбанов, город Ленск. Приносит свои изменения с синим углом ринга представитель команды Северо-Восточного федерального университета Ибрахим Курбанов. Ибрагим, сам. Ибрагим, начинай сам, сам. Ибрагим, сам. Сам начинай. Сам начинай. Сам. Сам начинай.
Красному полку продолжение боя готовится представитель команды Городовенска Виктор Симчевский. Ему 20 лет, боксом занимается 5 лет. Имеет профессиональный взгляд. Провел уровень 16 годов, 15 лет взял победу. Является чемпионом города Городовенска. Виктор Симчевский тренируется под руководством Григория Борисова. В этом бою ведет радость секунданта победу одержал боксер красного угла. На ринг приглашается последняя пара боксеров. Весовая категория до 71 килограмма. Красному углу ринга Алексей Дичковский. Якутская кадетская школа. Синему углу ринга Леонид Тюляхов, Верхнеюрийский район.
полю боя готовится Алексей Дичковский, представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 17 лет. Боксом занимается 4-й год. Имеет второй спортивный разряд. Счет боев не ведет. Является призером республики Якутия среди юношей. Алексей Дичковский тренируется под руководством мастера спорта Андрея Рахимова. Алексей Дичковский, красный угол. После этой пары всем представителям команд и судьям подойти к главному судейскому столу. После этого боя всем представителям команд и судьям подойти к главному судейскому столу. Синему полю продолжением боя готовится Леонид Юляхов, представитель команды артиллерийского улуса. Ему 19 лет. Боксом занимается 4-й год. Имеет 3-й спортивный разряд. Провел на ринге 18 боев, 10 из них одержал победу. Является призером республиканского турнира на призыв мастера спорта Александра Григорьевича Петрова. Леонид Юляхов тренируется под руководством Александра Петрова.
В этом году победу одержал боксер красного угла Алексей Кричковский, ведущий Ростова. Всем судьям и представителям команд подойти к новому судейскому столу. Всем судьям судьи, представители, для активного судейского